Человека подобно цветку, который распускается и скоро засыхает, облаку, который рассеивается. Жизнь самого крепкого человека есть только дыхание. После сна. Я никогда не видела зелени травы, красок цветов, синего неба. Я все время жила в темном бесцветном мире и была одинока. Только люди, страдающие каким-либо физическим недугом, могут понять меня и почувствовать мою душу. Как Господь помогает. Все-таки даже вот мелочь, просто мы замечаем. Ведь даже, может быть, как видите, даже вот случается с нами, мы просто не замечаем это в будничных таких. Чудеса проявляются, мы привыкли к большим чудесам, чтобы когда что-то случится такое необычное, необъяснимое, тогда начинается чудо. А это тоже, даже в мелких, тоже это чудо. Не знаю, как у вас, а в Швеции много внимания люди уделяют себе, своему «я», чтобы себя порадовать, осчастливить. Но когда стремишься порадовать другого, тогда получаешь самое большое удовлетворение. А ведь часто мы слишком независимы и стремимся только о себе позаботиться, о других не думаем. Но когда мы начинаем давать другим, помогать, заботиться о других, показывать им свою любовь, тогда мы получаем намного больше, чем отдаем. И вот так я стараюсь жить. Это нелегко, но я стараюсь жить именно так. Мы почти не встречаем их на улицах. Они живут чаще всего в своем ограниченном пространстве. Это люди, которые внешне отличаются от нас и с мирской точки зрения обделены судьбой. Нарушена внешняя гармония, но жизнь духовная и телесная в постоянном диссонансе. Мы все неполноценны. Если не физически, то что еще хуже, нравственно. И только перспектива вечной жизни бросает верный свет на смысл данного нам бытия. И человек всегда свободен этот свет принять или не принять. Просто сказать, придите к Богу. Вот мне говорить, надо прийти к Богу, а вот как трудно прийти к Богу, если человек далек от Бога. Вот тогда все наладится, всегда так. Хотя наоборот, люди живут сначала вот многие, хорошо живи, а потом задумаются, ну как жили хорошо, по-мирскому. Потом задумаются, приходит Бог, начинается их скорби, наоборот, откажется. Некоторые к Богу приходят именно, чтобы жить хорошо, чтобы не было скорбей, не было болезней. А многими скорбями нам царствие, Господь сказал, должно прийти царствие небесное, не скорбями. Многими скорбями испытывала жизнь, но Господь наделил талантами. Мария с детства хорошо рисовала, потом научилась шить, вязать. А когда однажды в Зельвинском храме увидела икону, украшенную необычным образом, захотелось сделать такую же. Показали технологию, у Марии получилось сразу же.
С тех пор это главное ее занятие. Чудесные воздушные цветы и узоры из фольги на окладах для икон. Делает их для друзей и для церкви, чтобы люди радовались. Такое вот у нее земное послушание. Прекрасно, когда занятие твое, что связано с служением Богу. Конечно, держит вера. И вообще, вот как я своему знакомому сказала другу, если бы я не была не верю, у меня жизнь казалась бессмысленной, моя жизнь. Мне кажется, ну что ты сидишь там, это. А он мне сказал такие слова: жизнь любая бессмысленна, без веры, без Бога. Ну что жизнь это проходящая, ну как бы человек ни жил, все равно пройдет, что человек прав просится. Это смысл в этом, если бы не вечность с ним. Вот я домой пришла такое стихотворение, не знаю, чье оно. Мне так оно в душу запало, я как бы, ну, как молитва, мне даже так, когда мне трудно, я так: научи меня, Господи, славить Тебе, научи меня, Боже, молиться, научи исполнять Твою волю, любя, дай мне силы на пользу трудиться, дай стряхнуть меня, греховное бремя свое, дай мне выплакать все пред Тобою, дай мне в помощь святейшее имя Твое, без Тебя я не справлюсь с собой. Вот именно, что без Бога даже с собой невозможно справиться. Это именно Бог помогает преодолевать все. И о Боге, как-то думается, радостно почему-то мне минута, когда особенно радостно, чувствуется вот присутствие Бога. Ну, просто вспоминается, и когда особенно тяжело. А, конечно, будность меня вот все тягло, как когда, не знаю, наверное, меньше. Поэтому Господь прислал нам и скорби, это как вспоминали о Боге, как думали. Поражая болезнью телесной, Господь сокрушает ветхого, греховного человека, чтобы дать силы новому человеку, которого мы обессилили плотскими делами. Надо с благодарностью принимать болезнь. Тяжело порой, когда особенно тяжело сказать слава Богу. Я порой продавала себе: Господи, слава Богу. А сказать, не сказал, хотя бы устами сначала научитесь, не хотя бы не сердцем, просто устами. Сказать слава Богу. И потом, конечно, надо от сердца это сказать. Может быть, если бы искренне так умел и от всего сердца, так вот понимал, как святые, может, буду как-то по-другому делать, может, искренне нет меньше, вот я знаю. Теперь только терпение прошу в основном. Терпение скорбей, болезней и собой, что плодить. Ну и здоровье, в основном родным, ну крепости духовных, телесных. Претерпишь, до конца спасется, сказал даже Господь, поэтому и главное терпение. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Прежде всего, хочу сказать, что жизнь ни для кого не бывает справедливой. В жизни много скорби. Много происходит такого, чему трудно найти объяснение или понять смысл событий. Когда я встречаюсь с трудностями в жизни, я всегда особую важность придаю двум моментам. Во-первых, я обращаюсь к Богу и прошу Его помочь мне, дать радость и силу. И Он действительно помогает. Он является великим источником моей силы и радости. Но также я в такие периоды стараюсь быть как можно ближе со своими друзьями и семьей. Я провожу много времени с ними. Мы стараемся поддерживать друг друга, взаимно заботиться друг о друге. Мы радуемся взаимному общению и заботе, и это помогает преодолеть трудности.
That makes it easier to go through hard things and tough things. Лена Мария родилась с физическими недостатками, и, конечно же, это было прежде всего шоком для ее родителей. У них был выбор, но они не бросили ребенка и стали воспитывать его. Родители дали Лене Марии хороший старт в жизни. Она ходила в обычную школу. В Швеции такое возможно, и это тоже помогло. Она поняла, что многое может делать сама, что она нормальный ребенок, и она всегда себя воспринимала именно так, с тем единственным отличием, что делала ногами то, что другие делали руками. Ей всегда хотелось заниматься разными, интересными делами. Так формировался характер. Она росла активным, жизнерадостным ребенком. Я никогда не воспринимала свои физические недостатки негативно. Для меня это всегда было как трамплин, используя который я смогла сделать больше, чем если бы я была нормальной. Когда я повзрослела, то осознала, что самым главным, что помогает мне в жизни, является Иисус Христос и моя вера в Него. Именно Он придал смысл моей жизни, принес в нее надежду и много радости. Я люблю петь, люблю рисовать, много рисую природу. Красивые пейзажи, цветы. Также мне нравится создавать картины с множеством мелких элементов. Нравится подмечать и подчеркивать такие незаметные детали, которые не все могут заметить в жизни. Я никогда не переживала депрессию. Я считала всегда, что жизнь — это великий дар, и прожить жизнь, правда, непросто, но ведь это непросто для любого человека, независимо от того, как ты выглядишь или кем являешься. Так что я никогда не испытывала депрессию и никогда не воспринимала свое физическое состояние как что-то негативное. Конечно же, в моей жизни были такие ситуации, которые меня огорчали, или когда я сердилась. Я переживала такие же невзгоды, как и любой другой человек. И опять хочу сказать, что главным для меня всегда была вера в Иисуса. Знать Иисуса для меня значит очень много. Именно Он дает мне в изобилии любовь, надежду и радость. Именно это делает меня счастливой, а жизнь становится легче, потому что Он мне помогает. Инвалид в переводе с латинского «бессильный, слабый человек». Но всегда ли это так? Я считаю, что то, что нас, людей, делает счастливыми, это любовь. Например, когда люди испытывают любовь, вот тогда они чувствуют себя хорошо. Любовь приносит прекрасное в жизнь любого человека. Когда ты чувствуешь, что кто-то тебя любит, это пробуждает самое лучшее в тебе. Я считаю, что когда ощущаешь Божью любовь, то это, наверное, самое прекрасное — почувствовать Его любовь. Также я уже говорила, что жизнь — это удивительный подарок от Бога. И когда эта жизнь наполнена Его любовью, то это самое большое счастье, которое можно пережить. Хотела бы я изменить что-то в целом мире?
Трудно решить, это большая задача. Но когда я путешествую по своей стране, то мне хочется изменить одно — дать людям надежду. Есть так много людей, которые унывают и не видят смысла в жизни. И к таким людям приходят мысли о самоубийстве. А еще есть много людей, которые просто несчастны в жизни. Я хотела бы принести что-то значимое в жизнь этих людей. Для меня самое значимое — это Божья любовь и евангельская история о том, что Иисус сделал для нас. Это то, что приносит жизнь и вдохновляет людей. Моя жизнь делится как бы на два этапа — до и после крещения. Очень многое изменилось с тех пор. В мою жизнь вошла радость и надежда. Я обрела мудрость, опыт. Господь после крещения дал мне возможность творить. Я начала писать стихи и песни. Я, когда немоществую, тогда силен есмь. Мой путь к храму был очень сложным и долгим. Моя бабушка была верующей, но ввиду сложившихся обстоятельств в детстве не было возможности окрестить меня. Я помню, как мы с бабушкой в детстве соблюдали посты по пятницам. Она учила меня молитвам. У меня была своя игрушка, какая-то железинка в виде незаконченного креста. И еще не осознавая, я называла ее почему-то «мой боженька». Бабушка часто водила меня в церковь, мама ругалась. И это была наша маленькая тайна с бабушкой. Я понимала, что разглашать ее нельзя. Я до сих пор помню, как я стояла у порога церкви и слушала свою душу, свое сердце. Мне очень нравились песнопения церковные. И тогда я уже понимала, что что-то происходит необычное для меня. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь о Господе, яко благ, яко век милости Бог. Бог Господь, явися нам, благословен гряды. Горела в церкви маленькая свечка, а рядом с нею девушка стояла. У свечки было теплое сердечко, у девушки оно огнем пылало. Перед иконой маленькая свечка тревожно, тихо девушке сказала: «Скажи в мой адрес доброе словечко. Со мной люди говорят так мало». А девушка молитву прошептала, заплакала, поцеловав икону, и свечка слез горячих не сдержала, как будто кто-то душу ей затронул. Храм — это мой второй дом. Здесь я нахожу душевный покой, тихую радость, слезы умиления, тайную исповедь. Иконы я чувствую. От них исходит какое-то совершенно особенное, необычное, ни с чем не сравнимое тепло. Оно передается моей душе, моему сердцу. Оно согревает меня. У меня есть и любимая икона. Это икона Божьей Матери. Стоять
возле нее это такая благодать, которую не опишешь ни стихами, ни песнями. Это можно только почувствовать. Мне кажется, иконы очень красивые. Если бы я могла увидеть их хоть на одно мгновение. Господи Всевышний, милосердный, исцели от немощей телесных, огради нас от душевной скверны, дай нам силу радости небесной. Огонек лампады жжет мне руки, принимает ночь благословенье. Я терпеть готова эти муки ради жизни и души спасения. Господи, молю Тебя сердечно, Ты прости нас, грешных и заблудших, Ты пошли из благодати вечной мир и утешение в наши души. Средь грехов земных и дерзновений я ищу Твой дивный, чистый голос. Жизнь поспешно пала на колени и на половинке раскололась. Боже, отведи от притязаний жалких бездуховных искушений, и в часы душевных покаяний дай нам свет заветных откровений. Жизнь надо ценить любовь, какая она есть, как сказал это поэт Лютер. Наша жизнь не любит петь, но пустой огонь горит, кто-то любится сгореть, не заметит, как сгорит. Все для жизни я твори, наполняйся и весь. Жизнь прекрасную твори, но цени такой, как есть, потому что это дар Божий, жизнь. Let me sing a song I hope to learn in your language, hopefully soon. Я спою один куплет песни, которую, надеюсь, скоро выучить и на вашем языке. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. О, благодать, спасен тобой, я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Я с Богом, Его присутствие в себе я ощущаю постоянно. Я духовно прозрела и стала оценивать все по-иному. Не дав мне зрения, Господь дал мне возможность ощущать, видеть мир еще острее, чем люди, которые хорошо видят. Богородице, прилежно ныне протеце, грешней и смиренней припаде, покаяние замучить глубины души, Владычице, помоги нам и милосердовши, очисти погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабычи, Тя воедино надежду и Всякий да памятуй постоянно, что он Божий душой и телом, и во всех бедах своих душевных и телесных зависит от Бога. А потому-то к Нему и прибегает всякий раз, чувствуя нужду.